Менә бүген беренче безнең чара бу җылда. Бу чараларны дугадан башласак бик яхшы булыр. Аллах, прошу тебя, сделай так, чтобы наш год начался баракятно, чтобы этот год прошел для нас и наших семей хорошо, чтобы мы сегодня благодатно пообщались. Нәрсә без сезнең белән уйладык сөйләшергә. Ни шей крейдә без инде бер теманы кузгаткан идек. Шул теманы әйдәгез дәвам итәйек. Менә миннән яшьләр сорыйлар. Нәрсәгә кирәк татар теле? Кирәк маны белергә. Вот татарский язык. Мы сейчас подняли за чайным столом вопрос. Нужен ли татарский язык вообще? Изучать ли его? Необходимость в чем? Я сейчас вам скажу свою точку зрения, чем мы отличаемся от других татарских организаций. Вот у нас есть своя методика. Вот меня ребят спросили, да, как сохранить татарский язык? Как сохранить татарский язык? В чем? И вот мы сегодня интервью берем, у нас сегодня вечер будет посвящен, мы хотим от вас взгляды ваши, как сохранить татарский язык в этом большом городе, мегаполисе Москва. Вот ваше мнение. У нас главным достижением прошлого года является презентация нашей книги. Мы ее презентовали в 20 городах по России, ездили, где компактно проживают татары, и в 10 районах Татарстана. Везде мы поднимали вот этот вопрос. Как сохранить татарский язык, на что главный акцент сделать на государственном уровне, на семейном, на общественных организациях, для общественников. И мы выработали вот из тысячи предложений, мы выработали 36 главных пунктов, которые надо сделать было еще вчера. Вот мы 2 года назад вместе с ВКТ приняли стратегию татар. И вот эти 36 пунктов на русском языке и отдельно 20 пунктов у нас на татарском, это дополнение к стратегии. Что надо делать учителям, главам администрации, общественным организациям, в каждой семье, каждому татарину, и что надо делать, и как. Все это написано вот в нашей уникальной книге, которую ждал весь татарский мир, наверное, да? В татарском мире такой книги никогда не было. Это уникальная книга, про которую я вам уже, по-моему, 10 раз рассказывал, да? Что такое благотворительность, да? У каждого в душе благотворительность. Каждый должен, мусульманин, татарин, у нас такая нация, мы должны помогать. И мы помогаем. И вот меня ребята, наверное, поправят, если я не так говорю. Если мы кому-то что-то помогли, это Аллах нам вернет это со сторицей. Мы не беднеем от этого. Понимаете, вот как вам это вот объяснить? Вот поверьте, мы не беднеем от этого. Нам нужно заниматься благотворительностью. Вот мы постоянно собираем деньги, в том числе и со студентов. Там, да, например, какие-то у нас бывают сборы. В сборах участвует у нас 1500-1800 человек. Вот из них 500 человек сдают нам по 50 рублей, по 100 рублей, по 70 рублей, например. Важна ведь не сумма, да? Не сумма, а то, что люди, студенты все равно стараются как-то помочь. Да? Мы собираем деньги вот для детских домов, например, у нас 10 детских домов, фонд Вавилова собираем вот на благотворительность, вот на календари, вот в следующий раз раздадим вам тоже это, значит, вот эту книгу, она бесплатна, да, вот это, ну, нам спонсоры, штаб живет за счет спонсоров, у нас очень много спонсоров, да, вот то же самое из вас мы когда-нибудь, значит, мы хотим способствовать тому, чтобы вы процветали, были богатыми, были, значит, самостоятельно были уже состоятельными людьми, и потом, чтобы вы всегда это с мыслью помогать татарской нации. Да? Поэтому вот нам многие помогают, и вот эта книга, это, наверное, надеюсь, дорогостоящая, все-таки 2 миллиона стоит она, это уникальная книга. Поэтому у нас очень много таких благотворительных проектов. Вот мы на Новый год, значит, посещали детские дома, значит, выписали, вот только вчера мы сделали льготную подписку Нижнекамского, Ижевского, Казани. Мы посылаем по 10 тысяч, а в каждой редакции газет есть такой список людей, которые очень хотят читать, как правило, пожилое население, но у которых нет возможности выписать книг. Да. Вот, поэтому это наша просьба к чему? Вот всем вам взять нужно по пакету сегодня, и каждый раз я вам раздаю эти пакеты, значит, да, вот эти пакеты, многие вы их не читаете, но если вы возьмете этот пакет и отдадите каким-то людям, которым это интересно, вот там интересный журнал внутри. Если вы берете его у нас, и вы донесете какой-нибудь своей соседке, своей родственнице, своим друзьям, которым интересен татарский мусульманский мир,
Это и есть тоже с вашей стороны благотворительность. Вот. И вот это тоже очень важно, вот это в себе, вот это вырабатывать. И когда молодая семья, например, не хочет заводить детей, да, ох, у нас и так денег много, мало, мы там все считаем, ребенок появится, станет беднее, вот это тоже неправильно. Ребенок приходит со своим достатком. Если у семьи один ребенок, если они второго ребенка не хотят, значит, заводить, то это тоже ошибка и неправильно, потому что второй ребенок тоже с большим достатком принесет в эту семью. Вот. Поэтому вот мы такие вот здесь ведем, значит, беседы. Это первая была просьба насчет пакетов. Второе, это, значит, активность с вас, сторисы, Инстаграм и комментарии. Каждый раз мы просим вас, потому что, чтобы быть активней, обсуждаем что-то в комментариях. Например, тот же татарский язык. Пишите свое мнение в комментариях. Вот, мы это будем обсуждать. У нас же много Инстаграм, Ютуб, вот, значит, везде ждем от вас комментарии. И третье, значит, просьба к вам, чтобы мы проводили мероприятия вне стен штаба, чтобы вы их организовывали сами. У нас эта группа татаро-башкирская. Вот 390 человек у нас, да, в этой группе. 390, она небольшая, не такая новая группа это. Она у нас, студенты, мы собираемся 24 года. Но так вот, чтобы сформировать группу 390 человек, вот, например, сегодня я сейчас смотрел в Телеграме, 20 человек написали «приду», 10 человек написали «не могу», и 50 человек написали «уехал», да, например. В общей сложности получается 90 человек. А почему, а где те 300 человек? Почему они не участвуют? Вот вы можете ответить на это? Вот почему в вопросе участвует 100 человек, а не 390? Вот как-то тоже здесь какая-то парадоксальная арифметика. Вот, поэтому просьба, чтобы вы думали. Вот недавно кто-то организовал поход на каток. Кто это? Вот я смотрел фотографии. Марсель. Вот Марсель у нас активный. Потом вот в процессе, я уже вам говорил, вам нужно будет сформировать какой-то комитет свой, да, татаро-башкирский. Может быть, это будет вместе с штабом татарской молодежи, я думаю, да, там директор, содиректор, вот что-то такое вместе сделать. Вот пока вы думаете, кого в руководящий орган вот это вот рекомендовать, и кто будет, чтобы инициатива, вот поверьте моему опыту, если мы будем говорить, ребята, сделайте то-то, 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 этого никогда не будет. Если будет инициатива у вас от вас, тогда это будет. Вот. И возвращаясь к нашему разговору за самоваром, что татарский язык? Вот я уже не поленюсь сегодня, еще раз расскажу. Вот по нашей методике, вот вкратце я вам расскажу, сохранение татарского языка является рычагом самосовершенствования для нас. Вот вы с мыслью о татарском языке, с мыслью о татарской нации, о татарском духе внутри, вы стараетесь достичь большего в карьерном росте, в финансовом, физическом, в каком угодно. Здесь нет понятия, просто вот задуматься. Тысячелетиями до вас этот татарский язык перенесли, с такими трудностями. На вас он может остановиться. Татарская нация. Что такое татарская нация, да? Мы никогда татарскую нацию ни с кем не сравниваем. Мы никогда не были националистами или кем-то. В штаб к нам приходят и другие нации. Мы и к другим нациям относимся очень толерантно, одинаково. К нам в штаб приходят люди другой нации, кому интересно татарский язык, татарские песни, татарский фольклор. У нас вот, например, в 390 человек, там есть и русские, не чуваши много, я знаю, есть, ходят. И у нас очень много в штаб, последние, вот, наверное, 7 лет, мы начали привлекать много тюркских народов. Тюркский народ тоже, вот у них язык одинаковый, когда мы разговариваем, тоже это, вот вы, если побываете как-нибудь на этой встрече, вы просто в шоке будете, если вы не слышали. Выступает будет карачаевец, кумык или кто-то, и вы сидеть будете его понимать. Да? У нас 3 года назад одна девушка вышла замуж за кумыка, например, татарка. Видите, вот через каких-нибудь 100 лет, может быть, вот это в Москве произойдет что-то такое с языками, у нас же один язык все-таки. Вот. И вот, возвращаясь к этому, вот татарский язык, он нужен, необходим для самосовершенствования, самоанализа, самоконтроля, самодостижения. И это своего рода тренинг. Вот мы в штабе пытаемся вам татарские песни, татарское, вот мне говорят, зачем надо застолье, давайте там фуршет, что-то. Зачем нам нужно застолье? Застолье нам нужно для сохранения
традиции, чтобы у вас это вырабатывалось, что если вы приглашаете в гости татар, друзей своих или вообще других гостей, что если гости приходят в дом к татарину, он должен накрывать стол, он должен гостеприимственно встречать, и какой-то должно быть культ застолья обязательно, да? Потому что татарский язык сохраняется через мусульманство, через застолье, через одежду, через фольклор, через вот эти вот бытовые дела в семье, например, да? Вот как говорил Марджани. Вот поэтому татарский язык, вот эта ответственность. Вот каждый в глубине души не только должен быть татарином, он должен и с друзьями разговаривать, с родственниками, с соседями, вот, если татары, по сохранению татарского языка. Мы всегда, каждый раз вас просим, давайте говорить на татарском языке, давайте смс писать на татарском языке. Вот многие из нас знают татарский язык, многие из нас понимают, но держат его в себе и не общаются. Понимаете, особенно в общественном месте. Вот как нам перезагрузку сознания? Вот начинается Новый год. Давайте перезагрузим наши головы и еще сильнее полюбим, еще сильнее ответственность себя вот за татарский язык, за сохранение языка. И будем говорить на татарском языке, и будем все-таки между собой разговаривать и думать о сохранении в будущем и передаче будущим поколениям этого уникального, богатого, красивого татарского языка. Мне сегодня кто-то спросил, а в чем привлекательность, что меня спросили, кто спросил меня? Ну вот как выработать любовь, да? Любовь. Любовь в сердце, в душе, в мозгу, с колыбелью. Вот сейчас, например, есть диски, которые должна слушать беременная женщина, татарка, например, да, придумали. Придумали диски, которые должен слушать ребенок. Первые слова у ребенка должны, если даже родители не разговаривают на татарском языке, первые слова должен ребенок произнести на татарском языке. Вот поэтому вот насчет этого задуматься. Вот у нас тренинг, самосовершенствование, вот это вот, самоответственность. Вот человек на работу приходит там, после работы остается, на работе хочет лучше быть, да, дворником работает человек, дворником, татарином работает человек. У него самая лучшая метла должна быть и самый чистый двор, понимаете? По каждому татарину судится потом, особенно в этой Москве, да, вот. Или какое-нибудь там происшествие, не дай бог, если там татары что-то связано. Все равно вот, если несчастный случай, мы смотрим телевизор и смотрим татарские фамилии, да, автоматически как-то это. Нам всех жалко, но татар жалко, конечно, особенно. Поэтому у нас у всех, вот, что нас объединяет с вами? История. У нас у всех одинаковая история. У нас и всех, если взять анализ крови, наверное, тоже одинаковый, да, у многих, в смысле такой вот генетический. Вот, поэтому нас тянет к друг другу, поэтому мы должны в будущем помогать друг другу. Цель, задача штаба, чтобы вы выработали в себе татарское окружение, чтобы вы понимали, что вы не одни, что вы живете в большой татарской семье в Москве, да, что вас окружают татары, чтобы вы были взаимопомощь им и вам, чтобы вы позитивны были, и всегда вот это вот мы хотим вас выработать, да, по мере возможности. Вы все уже сами по себе личности, уже сформированные родителями, школой, окружением, но все-таки где-то вот у вас, у кого-то есть этот татарский дух, милик, рух, и манлык, да, вот нам это бы пробудить еще сильнее. Вот. И штаб — это хорошая площадка, чтобы вы какие-то свои организаторские способности показали. Вот.